Третий день на Петербургском международном экономическом форуме для нашей делегации начался насыщенно. Ингушетия заключает новые договора. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с Президентским фондом культурных инициатив. Документ о взаимодействии в сфере культуры, искусства и креативных индустрий подписали глава республики Махмуд Али Калиматов и генеральный директор фонда Роман Карманов. Сотрудничество будет включать развитие театрального, музыкального и изобразительного искусства, литературы и кинематографии. Особое внимание будет уделено библиотечному и музейному делу, сохранению объектов культурного наследия, продвижению народных промыслов и традиционных ремесел. Открыть проектный офис Президентского фонда культурных инициатив в регионе планируется на базе «Мой бизнес». Для нас это большая радость сегодняшнее и подписание, но на самом деле до подписания проделана огромная работа в республике. Буквально вчера приехал мой заместитель, который был у вас в гостях, посмотрел те условия, которые созданы для открытия проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив. Я надеюсь прибыть к вам в гости для того, чтобы пообщаться с культурным сообществом, потому что на самом деле ваш регион наполнен таким количеством инициатив и настолько богат культурой, что мы ждем, что открытие проектного офиса даст просто всплеск проектов, которые мы сможем поддержать. Я абсолютно в этом уверен. У нас 25 проектных офисов, и каждое открытие влечет за собой как раз увеличение и количества проектов, ну и количество денег, которые привлекаются на территории. Для нас это очень важно, чтобы появилась возможность общаться с людьми прямо вот на месте. Спасибо вам огромное. Это невозможно без внимания главы региона. Абсолютно. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы это сделали. Спасибо. Очень приятно здесь находиться. Сегодня я хотел бы сказать, что действительно республика, если у нас будет проектный офис, у нас именно направление культуры, оно у нас, так скажем, не на передовых позициях. Сейчас мы все силы прикладываем к тому, чтобы обозначить это все, потому что культура, духовность, воспитание, оно идет, какие бы заводы мы не строили, фабрики, но все-таки наполнить душу культурой разного направления. И у нас есть принять место, и в то же время у нас есть столько количества историко-археологических, архитектурных памятников. Понимаете, то, что вот даже недавно глава субъекта был, коллега, он побыл там, вот, он сказал, у меня культурный шок. Понимаете? Культурный шок просто. И мы развиваем, инфраструктуру развиваем. Инвесторы к нам идут. У нас прозрачность. В этом плане добились того, что у нас прозрачность. И для нас очень важно, чтобы вы, когда проектный офис откроете, чтобы как бы ваше видение, ваше влияние доброе, чтобы она притворялась там в жизнь. А мы готовы ко всему. У нас очень сильно помог президент Владимир Владимирович Путин, когда у нас было 250, в этом году 55-летие и 100-летие, выделение средств для культуры. Мы закупили и инструменты, и строили более 20 дом культур. Сегодня мы строим филармонию. Это очень важно. В республике не было филармонии. Поэтому у нас дальше там и театр, и народный, и русский драматический театр, и дальше библиотека республиканская. То есть там работа и работа. Но очень важно, чтобы вы, когда будете уже рядом, где-то подскажете, где-то поможете. Мы уже рядом. Уже рядом. Соглашение подписано. Поэтому, честно говоря, для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Утро на форуме началось с традиционного делового завтрака с Сбером. Ну а главное центральное событие сегодня – это пленарная сессия с участием президента Владимира Путина и высоких гостей. Уже началась. На повестке ситуация в политике, экономике, как отечественной, так и мировой. Отношения России с важнейшими зарубежными партнерами. Во встрече также принимает участие и глава региона.